Здравствуйте, в эфире программа «Трибуна», в студии Владимир Нестеров. И сегодня у нас в гостях Виктор Озеров, председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, сенатор от Хабаровского края. Виктор Алексеевич, здравствуйте. Добрый день. Я знаю, совсем недавно вы вернулись из Ингушетии. В этой республике проходило выездное заседание вашего комитета. Расскажите об итогах этого заседания, какие темы рассматривались, какие бы вы выделили как особенно важные. Ну, вы знаете, это стало хорошей традицией нашего комитета проводить выездные заседания за пределами Москвы. Наша главная задача – это мониторинг правоприменительной практики тех законов, которые одобряет Совет Федерации. Из каждой такой поездки мы привозим достаточно значительный эмпирический материал, который мы используем при совершенствовании законодательства Российской Федерации, используем как аргументы и факты, когда выстраиваем свои диалоги с соответствующими министерствами, правительством Российской Федерации в целом, с администрацией президента. И очередное наше выездное заседание, тема заседания выбраны были не случайно. Мы хотели посмотреть на примере Республики Ингушетия, как реализуется закон о противодействии терроризму. Ну, актуальность этого закона, я думаю, не вызывает ни у кого сегодня сомнений. К сожалению, в истории нашей Родины нам пришлось очень много и дорого заплатить за те террористические действия, которые боевики, я, кстати, не люблю и всегда в штыки встречаю, когда говорят чеченские боевики. Там не по национальности были, а по идеологии боевики. И они не только были с Северного Кавказа, они были из Прибалтики, они были из других регионов. Ну, сейчас например, ИГИЛ, в котором, как известно, воюют представители более 50, говорили, стран, или даже... Поэтому цена сохранения конституционного строя правопорядка на Кавказе, она высока. И сегодня, когда мы говорим об опасности террористической угрозы для Российской Федерации в целом, а терроризм, если мы посмотрим на концепцию национальной безопасности Российской Федерации, он поставлен на первое место, то она, конечно, очень велика. И с учетом территориального расположения к месту событий, о которых вы уже говорите, в Сирии и в других регионах Северной Африки и Ближнего Востока. Это и в том числе фактор 2015, который мы ожидали, но я думаю, что приостановка вывода войск Соединенных Штатов Америки и других участников коалиции из Афганистана, она все равно не снимает угрозу Талибана, и мы об этом чувствуем. Поэтому мы хотели посмотреть, как люди живут, как они себя чувствуют, как органы государственной власти Республики Ингушетия работают в плане противодействия терроризму. Но знаете, я, конечно, не первый раз на Кавказе, и с комитетом, и с Валентиной Ивановной Матвиенко бывал. Ну, могу сравнить наше выездное заседание, которое было в 2008 году. Тогда не то, что по всей территории там Ингушетии, но даже в столице нас ходили и за безопасность органы правопорядка и спецслужбы чуть ли не с автоматами охраняли. Теперь мы проехали почти всю территорию, как горную, вернулись через Владикавказ, Магаз. Везде люди себя чувствуют в безопасности, и те меры, которые тогда принимались для обеспечения безопасного пребывания нашего комитета, мы вообще никаких не было. Но достигнута она в том числе и в плане целенаправленной работы главы республики, Народного собрания, правоохранительных органов, гражданского общества. И когда мы обменивались опытом организации этой работы, то, вот, допустим, в той же Республике Ингушетия, во-первых, и принят конституционный закон Народным собранием республики, где о правительстве, где конкретизированы обязанности министерств и комитетов по противодействию терроризму. В структуре администрации президента создан отдел специально по борьбе с идеологией экстремизма и терроризма. Органам местного самоуправления Национальный антитеррористический комитет высказал и направил свои рекомендации. Поэтому мы, конечно, увидели и ряд моментов, которые необходимо в законе о противодействии терроризму уточнить. Но ряд предложений, которые там прозвучали,
они, как мне кажется, заслуживают и самостоятельной законодательной инициативы. Ну, к примеру, сегодня приостановление действий сайтов террористической направленности или экстремистской предоставлено до судебного разбирательства только генеральному прокурору и его заместителю. Да, Иван Иванович Сидорук, зам генерального по Северному Кавказу, принимал участие в нашем заседании. И он поддержал, что надо дать это право прокурорам субъектов Российской Федерации. Потому что если на сайте идет призыв там, к боевикам собраться там-то, иметь при себе то-то, пока это даже в оперативном порядке свяжется с генеральным прокурором, замом, пока он примет решение. И я думаю, что в ближайшее время с такой законодательной инициативой мы от комитета в Государственную Думу выйдем. Ряд вопросов заслуживает обсуждения. Вот мы, допустим, когда сотрудника полиции, будь то участковый, дорожно-постовая служба, мы же не говорим, что если ты там ингуш, там, по национальности, то ты должен эту службу нести, в лучшем случае в Чеченской Республике, а лучше вообще у нас там в Хабаровском крае, чтобы у тебя ни родственников, ни друзей было, тогда якобы твоя безопасность и твоя объективность по ходу исполнения обязанностей будет выше. Но это уже нет, ребята несут службу там, где они родились, где живут их родные и близкие. Ну а почему-то, если необходимо рассмотреть дело в суде, террористической направленности, то мы забираем, говорим, нет, у этих судей есть родственники, и отдаем там в Хабаровск, в Москву или еще куда-то. Мне кажется, здесь не совсем правильный подход, и вот мы хотим посоветоваться и с нашим комитетом, прежде всего по государственному строительству, и с председателем Верховного суда. Мне кажется, это накладывает отпечаток на общую ситуацию восприятия противодействия терроризму. Ну, а так, я говорю, самое главное, что мы общались с людьми, мы же не только были в Магазе, как я сказал, мы и городами проехали, были в районных больницах, открывали цех детского питания, были там в доме творчества детей и во многих других местах, и мы видели и общались с людьми, и они благодарили в нашем присутствии главу республики, депутатов Народного собрания, вот именно за то, что спокойнее стала и увереннее жизнь. И второе, когда итоги любого такого заседания, мы же представляем в Совете Федерации определенные субъекты, поэтому, допустим, посмотреть, как идет процесс социально-экономического развития той или иной республики, края, области нашей страны, что есть положительного, что можно взять и привести на Дальний Восток, то, конечно, мы это очень внимательно отслеживаем и берем. Я вот посмеялся. Я в Курову, говорю, приеду к своему губернатору Вячеславу Ивановичу Шпорту Хабаровского края, скажу, надо сделать как Евкуров. У него мобильный телефон известен всем в республике. И вот пока мы вместе с ним передвигались, ему приходят сообщения, звонки, то есть люди там, в том числе и противотеррористической направленности. И если суммировать вообще результаты работы руководство Республики Ингушетия, федеральных органов исполнительной власти, которые на территории республики работают, то я бы охарактеризовал это тремя показателями. Это комплексный подход, это работа на опережение и это индивидуальный подход к реализации этой задачи. Заслужит внимания, допустим, созданная в администрации президента, не президента, теперь главы республики, комиссия по адаптации к мирной жизни граждан, которые были участниками бандформирования. Бандформирования. И вот, кстати, мы обменивались с главой республики уже после нашего отъезда, вы знаете, большой схрон был найден. И он говорит, это как раз вот через эту комиссию прошла первая информация, которая позволила предотвратить террористический акт. То есть своей поездкой не только я, но и все члены нашего комитета, я хочу сказать, что у нас там было с учетом Мухарбека Дидигова, который представляет Республику Ингушетию, в Совете Федерации является членом нашего комитета, и Полонкоева Ахмеда Магомедовича, который в другом комитете, но тоже с нами. У нас было 10 членов Совета Федерации, то есть это достаточно солидная была делегация, и мы со своей стороны сделали все от нас зависящее, чтобы как-то приблизить себя к тем процессам, которые происходят в Ингушетии. А с другой стороны, люди, живущие там, они увидели, что мы действительно единая Россия,
что у нас проблемы общие, у нас общая радость и общее горе. Давайте коснемся такой темы, как война в Сирии. Мы уже ее частично затрагивали. Российская операция военно-космических, воздушно-космических сил в этой республике постоянно подвергается различной критике со стороны западных средств массовой информации, да и, собственно говоря, правительство западных стран тоже ее не очень жалует, так скажем. Соединенные Штаты Америки, вот одно из относительно недавних новостей, приняли решение отправить в Сирию ограниченный контингент, войск не скажешь, наверное, военных, так скажем, да, военных советников, 50 человек. Вот на ваш взгляд, на взгляд председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, зачем нужны эти 50 человек в Сирии у так называемой умеренной оппозиции? Да? Что они могут такого существенного привнести в расстановку сил в Сирии, или же их можно рассматривать как такой своеобразный гарант безопасности той самой оппозиции, которую она собирается консультировать? Во-первых, я хочу сказать, что эти критики сами не выдерживают никакой критики в отношении нанесения ударов нашей военной авиации. Мы же уже сколько раз говорили, назовите те цели, если мы не туда стреляем, по которым будем наносить удары, они не называют. Мы им говорим, назовите территорию, по которым вообще мы не будем наносить удары. С вашей точки зрения, где находится там умеренная так называемая оппозиция, мирные граждане тоже не называют. Поэтому все эти разговоры, первое, что о наших ударах, они от лукавого. Никто еще ни одной доказательной базы для того, чтобы обвинить наши вооруженные силы или Российскую Федерацию в целом, не представил. И я боюсь, что у них и нету таких, и уверен даже в этом. А то, что касается американцев, как человек с точки зрения законодателя, я могу сказать, что направление этих 50 военнослужащих на территории Сирии, это нарушает нормы международного права. В отличие от российских вооруженных сил, которые находятся в Сирии по просьбе законного президента Сирии Асада с разрешения соответствующим постановлением Совета Федерации, оформленного Советом Федерации, то это нарушение норм международного права. Во-вторых, американцы, я уже смеялся по этому поводу, так серьезно смеялся, что мне кажется, вот приглашение России, западной коалиции, создать единую, как президент говорил в Нью-Йорке, антитеррористическую коалицию, они будут ее затягивать так же, как наши коллеги по антигитлеровской коалиции в годы Второй мировой войны, что Второй фронт откроется тогда, когда уже будет все ясно и судьба предрешена. Поэтому, с одной стороны, американцы, хоть и через нарушение норм международного права, они пытаются не только для умеренной оппозиции, но и для сирийского народа в целом показать свое присутствие. Но американцы ничего не делают вне своих национальных интересов. Поэтому и здесь, за этой высадкой, надо следить на национальный интерес. Они высажены там, где есть нефтяные скважины. Они, как с моей точки зрения, что когда война закончится, не получилось бы так, как было в Европе, что наш второй фронт, который открылся, оттяпал, будем так говорить, себе пол Европы, разделил ту же Германию пополам, что оккупационные зоны и так далее. То есть мы все это проходили уже в своей истории. Поэтому, конечно, с точки зрения сегодняшнего дня никакой угрозы там ни для сирийской армии, да, они не собираются, по крайней мере, по словам, воевать сирийской армии эти 50 человек не представляет. Но уже как человек военный я понимаю, что если захвачен плацдарм, то на этот плацдарм всегда из 5 могут высадиться и 500, и 5000 военнослужащих. Поэтому в данном плане мы поддерживаем те требования сирийских руководства, что все, что происходит на Сирии, должно носить дух и букву норм международного права.